Синоптики отмечают, что такого жаркого июля в Кыргызстане не было давно. В этом году побиты все температурные рекорды. Поэтому медики рекомендуют при такой аномальной жаркой погоде во избежание обезвоживания организма долго не находиться на солнце. Особенно тяжело земледельцам. Полям грозит засуха. Чтобы этого не допустить, приходится использовать в 2 раза больше воды для полива. Абдыхалил Баймырзаев работает в поле всей семьей. Помидоры, перец, баклажаны требуют постоянного ухода, поэтому каждый день нужно пропалывать грядки. Но делать это становится все сложнее. Вчера вот днем было где-то 42 градуса. Очень тяжело работать, задыхаешься, воздуха не хватает. Утром рано выходим с 5:30 и работаем до 2 дня. В такую жару должны работать примерно до половины 11. Но что делать? Мы вынуждены оставаться в поле. Семью же надо кормить. Такая температура, как правило, влияет на здоровье. В зоне риска пожилые, сердечники, гипертоники, больные сахарным диабетом. Так что людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности лучше совсем воздержаться от прогулок. Жара невозможная. Вот я до сих пор иду и воду пью. Без воды сейчас ходить тяжело. Надо водичку с собой носить. Очень жарко, очень душно, ветер горячий, асфальт плавится. Изнываю от жары, пью много, потею еще больше. В свою очередь медики рекомендуют при такой жаркой погоде во избежании обезвоживания организма соблюдать питьевой режим. Предпочтение стоит отдавать прохладным напиткам, воде, чаю, соку, но ни в коем случае не алкоголю, кофе или пиву. Также нужно контролировать температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером. Одежда должна быть свободной, значит, не тесной, чтобы именно был постоянный доступ воздуха, да? Значит, была вентиляция. Нужно обязательно пить большое количество воды, потому что в связи с повышением температуры организм испаряет, очень много выделяет воды, значит, жидкость испаряется. Поэтому рекомендуется от, значит, 1,5 до 3 литров воды. Возможно, значительное понижение температуры будет, но в целом такая жаркая погода продержится до конца июля. Завтра также ожидаем в Бишкеке 38-40, и последующий день может быть 39-41 градусов. И с 17 числа мы ожидаем небольшое понижение температуры воздуха. Температура понизится постепенно. Прогноза на август пока нет. Он будет известен только через неделю, когда поступят данные со спутника, отмечают синоптики. Сайкал Султанкулова, Тимур Цыдагалиев, Общественный, Первый канал.